Здравствуйте. Кем и каким быть? Этот вопрос стоит практически перед всеми подростками, правда они в разной степени осознают, что он перед ними стоит, и потому отвечают на него, даже иногда и не подозревая, что дают свою версию ответа на один из самых сложных вопросов философии. Ну а какие вопросы еще стоят перед нынешними тинейджерами? Ответ сразу после рассказа о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Накануне в Якутске в 16-м квартале строители забили первую сваю под 64-квартирный жилой дом. Событие примечательно тем, что таким образом положено начало реализации третьей очереди муниципальной программы строительства жилья для бюджетников. Дом должен быть построен к началу сентября и сдан к юбилею города. Ну, а в общей сложности мы, в общем-то, говорили об этом, но напомню, что планируется ввод для бюджетников 7 домов на 456 квартир. В 2 раза больше, чем, кстати, в этом году. Но в прошедшие годы было намного скромнее. В 2005 году 2 дома на 66 квартир и в 2006 году 3 дома на 199 квартир. Да. Сегодня в Госсобрании Республики состоялся круглый стол по теме предстоящих выборов. «Мы должны дать понять, выборный процесс стартовал», сказал спикер парламента Нюргун Тимофеев. А замглавы Центра избиркома Республики сообщил участникам круглого стола: из 259 лиц, заявивших о желании участвовать в выборах 11 марта, лишь один выдвинут «Единой России». Остальные самовыдвиженцы, сказал Вильям Иванов. И добавил: партийным кандидатам следовало бы решать вопросы выдвижения с московским руководством своевременно. Ну а тем временем в регистрационной палате нашей республики идет судебный процесс по приостановке деятельности партии, которая называется «Интернациональная Россия». И, в общем-то, ставится вопрос о ликвидации даже регионального отделения партии «Мира и Единства». И завершается приостановление деятельности местных отделений СПС в Якутске и Нерюнгри. Да. Ну и вот то, что касается сообщения, о котором ты говоришь, там, собственно говоря, такую точку, что ли, в этом вопросе о деятельности партии поставил лидер наших коммунистов Виктор Губарев, который заявил, что все изменения в выборном законодательстве, благодаря, так сказать, инициативам «Единой России», по сути дела, сделали этот процесс в нашей стране антидемократическим. И о происшествии. Томот и соседние села Алексеевско-Синегорье остались без тепла из-за повреждения линии электропередач. Еще в среду из-за повреждения линейной изоляции на ЛЭП произошло ее аварийное отключение. Авария была ликвидирована в тот же день, однако вечером жители поселков стали жаловаться на отсутствие тепла в домах. Всего, по данным МЧС, без теплоснабжения остались 11 домов, в которых проживают 84 человека. В настоящее время люди обогревают свои квартиры с помощью электронагревательных приборов. Температура в квартирах, по данным МЧС, держится на уровне 12-14 градусов. Детей в наших школах сегодня учат многому и довольно дотошно. А вот насколько им идут эти знания на пользу, и в конце концов умеют ли они в этом ворохе, огромном ворохе знаний найти крупицы того, что действительно им в жизни пригодится. В 5-й школе Якутска пошли на эксперимент с тем, чтобы найти ответ на этот вопрос, и назвали они его интеллектуальным марафоном. Участниками его стали абсолютно все школьники, начиная от начальных и заканчивая выпускными классами. Они сегодня впервые, в основном все впервые выступали на интеллектуальном марафоне. И действительно, конечно, они волнуются. Но когда вот этот интеллектуальный марафон, он с этого года у нас будет ежегодно уже. Естественно, те дети, которые уже выступали, они уже опыт приобретают свой, соответственно. И на следующий год они еще лучше выступят. Желание у них очень большое есть. Когда мы учились, у нас такого марафона не было. И, конечно, хотелось. Пища – это горючее организма. Она, как правило, состоит из множества компонентов. А именно, белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, вода и грубые волокна, содержащие клетчатку. Интеллект развивается, как известно, от частного к общему. Итак, первый шаг позади, явно нелегкий. И мы все, и коллектив, и дети, просто мы живем сейчас вот эти последние дни, эти мероприятия, нам очень нравится. И дети с удовольствием ходят за преподавателями, какую-то тему ищут, защищают ее, вместе с родителями работают. Сегодня Рома Афанасьев выступал, мы почему так с улыбкой-то заулыбались и сказали, и он как раз сказал и бабушка, и дедушка, значит, ему помогали и мама, потому что его
родители. Уже как бы третье поколение учится в нашей школе. вот так. Да, даже так. И потому мы сегодня очень рады, что, оказывается, вот внуки даже наших выпускников сегодня вот на таком прекрасном мероприятии. Как сделать мир добрее? Что для меня есть добро? Наверное, добро – это высшее качество, состояние души человека. Когда ты что-либо для людей делаешь совершенно бескорыстно, помогаешь им, принося тем самым радость. Звучит, возможно, несколько странно, но тем не менее добро является частью нашей жизни. Хотя сейчас многие об этом забывают. Так как я учусь в художественном классе, я часто ассоциирую добро с искусством. Темы для выступлений ребята выбирали не без помощи преподавателей. Надо сказать, что и тем, и другим сделать это было непросто. Это ведь была не предметная олимпиада. Свои школьные познания по отдельным предметам, либо знания, полученные во внеурочное время, школьникам предстояло связать с каким-то общественным явлением, взглянуть с их помощью на окружающую действительность с точки зрения своего, хотя еще и маленького, но собственного опыта. По статистике, ученик проводит в школе около 13 тысяч часов своей жизни за 11 лет. И поэтому все, что его окружает в школе, должно радовать его, приятным на вид. Поэтому Антон Павлович Чехов в своей статье говорил: ученик, настроение которого в большинстве создается обстановкой, на каждом шагу, где он учится, должен видеть перед собой только высокое изя в снег. И храни Бог его от разбитых окон, серых стен и дверей, обитых рваной клеенкой. Школу, в которой ты учишься, вот с той позиции, которую ты для нас здесь раскрыл. Я считаю, что наша школа становится с каждым годом все лучше. У нас появляются новые технологии, уроки стали более интересны, и теперь мы пользуемся компьютерной техникой. Я считаю, что наша школа можно отнести даже к некоторым признакам. И тем позициям, которые ты да, сегодня раскрыл в своем я считаю, докладе. что в будущем она станет одной из лучших. Одной из лучших. В республике. В республике. Так, уважаемые коллеги, еще есть вопросы? Еще одна тема – негативные стереотипы. СМИ не может разрушить вот этот стереотип, что женщина – родительница домашнего очага, изображается домохозяйками. Единственная проблема, которая их интересует, это грязное белье или Грязная посуда. Да, грязная посуда или невыстиранное белье. По вопросу такой влиятельной газеты «Аргументы и факты» за 2004 год, она привела вопрос: что для вас является идеалом женщины? Известных людей. Например, Глеб Панфилов ответил, что идеальная женщина – это хранительница домашнего очага. А писатель Аркадий Инин, он согласился с точкой Жванецкого: раз лежать, два молчать. Это и есть его идеал женщины. Вообще-то Жванецкий очень трепетно относится к женщине, а к жизни с юмором. Впрочем, зачет по этой теме всем школьникам сдавать еще рано. По каким же законам меняется мир? Куда он идет? К лучшему или к худшему? Достижение науки и техники. Признаюсь, меня потряс этот вопрос ученицы всего лишь 10 класса. Хотя Малика ушла недовольной, не успела полностью изложить свою точку зрения, это не беда. Ведь очень многим людям и всей жизни не хватает для такого ответа. И мы все, в общем-то, к 100-летию школы готовимся, к юбилею, и все волнуемся. У нас очень много мероприятий, и создаем музей, и для детей, для родителей, для выпускников будет очень много мероприятий. И мы сейчас просто этим живем. И вообще мы гордимся, что мы здесь, в этой 5-й школе, проработали всю жизнь. Я уже 27 лет проработала в 5-й школе. Пришла совсем молодой девочкой. И даже не верится, что уже 100-летие школы. Оказывается, оно так быстро прошло, подходит быстро. Просто не верится. Просто большое счастье. Этап интеллектуального марафона, который в 5-й школе завершился в пятницу, он второй по счету. Впереди еще 2. И так, как считают в педагогическом коллективе, будет теперь каждый год. На сегодня все. До свидания.